Мы же разумеем, что год назад белорусы зрабілі свой выбор. И сегодня мы все мусим приймаць адказнасць за тое, каб ператварыць яго ў нашу новую Беларусь. Дякую вам вялікі, мои дорогие сябры. Я так разумею, что будут некие питания. Каждый день сегодня общаюсь со студентами, завтра с рабочими, с медиками, со спортсменами. Каждый день у меня какая-то связь с теми, кто остался в Беларуси. И вы понимаете, настроение людям очень страшно. Понятно, что в любой момент могут идти за каждым, поэтому мы на этих зумах люди не показывают лица, потому что были президенты и ликуют людей. Поэтому общаемся для того, чтобы понять, что делается, какая нужна координация, как мы можем помочь. И людям страшно, но мы общаемся, и переступая через страх, все равно идут распространяют листовки. Рабочие записываются в рабочий рух. Поэтому очень активно работает над планом переговоров. Там очень много конспирологии, это понятно, у них очень такое ответственное задание, но с ними постоянно общаемся с НАУ и Координационным советом, проводим практически ежедневные встречи на разных уровнях, чтобы понять, кто что делает, все, что было скоординировано и не выполнялась одна и та же работа несколькими структурами. С диаспорами общаемся иногда лично. Почему вы ищете контактов с Владимиром Путиным, который в данный момент спонсирует терроризм Лукашенко? Я не ищу контактов с Владимиром Путиным. Откуда вы еще в этой зале? Я говорю о том, что Россия хочет сыграть конструктивную роль в решении кризиса. Единственное, что они могут сделать, это не вмешиваться. С чего вы взяли? Маю гонор вітати вас тут у Лондоні од ім'я давно усталюваних історичних організацій білоруської діаспори у Великій Британії. Перш як старшиня згуртування білорусів у Великій Британії, засноване у 1946 році, так само від Білоруської бібліотеки ім'я Франчиска Скорини. І передаю привітання від Білоруської церкви у Північному Лондоні Білоруської католицької місії. Тут у Британії белорусская диаспора далеко старейшая, при нашей организации не в сетях и походе. Here, in the cradle of parliamentary democracy, immersed with the history of one of the greatest English language political orators, Winston Churchill, the Churchillian impact of your ability to directly communicate in English to the English-speaking political leaders, and now today also to our Boris Johnson. This could not be any more success, and it merits our congratulations and thanks to you. I hope you will be energized by your brief visit here to the political heartland of democracy of Winston Churchill, and with whom you share the policy. The policy we know is to wage war against a monstrous tyranny. And you share the aim. You share the aim of Winston Churchill. You share the aim of democratic peoples. And that is summed up in one word: victory. Victory at all costs, victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be. For without victory, there is no survival. We wish you well, and be assured we will march with you this long road to victory.